Чумакова, мать сына Егора, который лежит в 3-й детской больнице. Говорите, что случилось? Мы попали в эту 3-ю детскую больницу. Это когда произошло в Сокулуке, когда нас туда привезли, там с ушибом полового органа. После чего нас положили в Сокулук. Потом это все начало к следствию, то, что следствие милицию вызвали, опеку вызвали. После всего этого начали вешать все на Александра Самаркина. Муж начал вешать. Это все выдумано, это все неправда. Саша никогда не относился к нашим детям, к сыну, никогда не относился плохо. Он, наоборот, нам всегда помогал. Когда мы остались на улице, не было рядом ни мамы, не было ни родственников. Коля сам обратился к этому Саше за помощью. Саша нам дал. А Коля кто? Ваш муж? Коля это мой муж. Саша нам дал и жилье, и питание, и работу, и долги все погасил. В тот момент, когда мы остались без вещей и на улице, просто в домашней одежде, Саша за долги отдал долг, чтобы забрать наши вещи. Коля также там работал, получал зарплату, также мы там жили, было все хорошо, никогда не было, чтобы Саша обижал наших детей, этого ничего не было, это все выдумано, Коля это все выдумал специально, чтобы Саше не отдавать долг. Он ему задолжал деньги, то, что Саша ему, когда помог, долги все поотдавал. Когда Коля занимался кражами по машинам, у него от этого образовались долги потерпевшим, чтобы Саша это все за него отдавал. И после всего этого Коля просто решил вот так сделать, чтобы не отдавать Саше долг. Решил вот это все вот так провернуть вместе со своей мамой, хотя я даже не знала, что его мама прилетает. Я узнала только накануне, что его мама приехала. Теперь в Сокулуке, когда сын лежал в больнице, меня туда не пропускали, меня туда Коля не пропускал, я туда заходила со скандалом, чтобы с сыном побыть, после чего нас перевели сюда, в 3-ю детскую больницу. Здесь я тоже, его свекровь, его мама, то есть моя свекровь, также меня выгоняет с больницы, насильно меня заталкивают в туалет, когда дают интервью, как будто бы меня нету вообще, как будто я рядом с ребенком не нахожусь. Сегодня ночью тоже у нас произошел инцидент, выложили в интернет ложную информацию обо мне. Я Коле стала об этом говорить: Коля, зачем, ты же знаешь, что это все вранье, зачем это все делаете? А что он мне сказал, говорит: мы же тебя просили написать отказ от детей, ты этого не сделал, теперь мы будем лишать тебя родительских прав, чтобы мама оформила опекунство и увезла их в Россию. После чего Коля, когда мы находились в палате с сыном и Егором, сыном Егором, и Коля там находился, и я находилась. Меня Коля избил, послал, можно сказать, куда подальше с палаты. Я спокойно, просто чтобы при сыне ничего этого скандала не устраивать, просто ушла с больницы, звоню папе, говорю: папа, вот так, говорю. Коля меня, говорю, избил, выгнали меня с больницы. Он говорит: сиди, говорит, там, говорит, сейчас я, говорит, приеду. Они приехали, папа мне сказал, говорит: сиди там в палате, говорит. Я поднялась, приезжает его мама, меня также посылает куда подальше, собрала мои вещи в пакет, меня взяла за руку, просто выгнала с больницы, закрыв дверь, хотя она не имеет делать это право. Это все видели врачи, все знают, что я не лишена родительских прав. Я могу находиться с сыном, мне просто ограничивают это все. До этого тоже ситуация была, когда приходили репортеры брать интервью, они меня насильно затолкали в туалет, закрыли там, чтобы сделать вид, как будто бы меня там нету. И ко всему к этому я хочу еще добавить. Сейчас выложили в интернет то, что собирают сыну моему Егору средства, чтобы там ему там якобы помощь нужна. Этого всего не надо. Мой сын Егор полностью здоров, нас готовы даже выписать. У него ничего не отрезано, у него ничего не поломано. Он чувствует себя хорошо, он бегает, играется, кушает. Нас уже готовы выписать завтра, послезавтра. Мама собирает деньги для того, чтобы снять жилье здесь, в городе, чтобы жить. Потому что она приехала с России, она гражданинка России, а у нее здесь работы нет.